Здравствуйте, Мирим. Спасибо за то, что согласились поддержать наш проект. Можете, пожалуйста, кратенько рассказать о себе? Здравствуйте. С удовольствием согласилась, потому что тема сегодняшняя очень актуальна и близка ко мне, потому что каждый день работаю с прекрасной половиной. Да? Меня зовут Мирим Бостоновна. Я гинеколог-эндокринолог. Работаю в медцентре Doc Clinic. Непосредственно моя работа и деятельность моей работы – это помогать женщинам. Можете, пожалуйста, рассказать об анатомии и физиологии половых органов? Репродуктивная функция у нас самая главная функция, можно так сказать, да, отвечает за потомство, за продолжение рода. И у женщин половые органы делятся на наружные и внутренние половые органы. К внутренним половым органам у нас относятся сама матка, яичники, маточные трубы. К внешним наружным половым органам у нас относятся лобок, само влагалище, шейка матки, клитор и мочеиспускательный канал. Также наружные большие и малые половые губы. Границей между ними является непосредственно девственная плева, да, и она у нас дефлорируется, как только девочка выходит замуж, так скажем. Главная основная функция – это менструальная функция в репродуктивном возрасте. И вторая функция очень важная – это детородная функция. Можете, пожалуйста, рассказать об уходе и гигиене половых органов? Уход и гигиена – это должен быть ритуалом для каждой женщины, для каждой девочки, девушек, да? И это должно происходить каждый день. Каждый день хотя бы один раз в день. Это в ночное время, да? В период менструации это должно быть чаще, 2-3 раза в день, когда девочка меняет или женщина меняет свои гигиенические предметы. Подмывание должно быть чаще. И использовать нужно только воду, проточную, чистую воду. Ни в коем случае никакие ароматизаторы, красители использовать не нужно. И подмываться нужно только руками. Никаких мочалок, никаких специальных полотен, салфеток использовать в подмывании не нужно. Только чистые руки. Далее нужно мыть только снаружи. Ни в коем случае не нужно лезть вовнутрь, во влагалище пальцами, да, вычищать, вымывать все. Это не нужно делать. Это, во-первых, травмирует слизистую влагалище. И наоборот, вы вымываете всю микрофлору во влагалище. И это лишний раз может спровоцировать какие-то заболевания. Да? Что такое менархия? Менархия – это первая менструация у девочек. С точки зрения медицины и социологии, это центральное событие в женском половом развитии, указывающее на способность организма к беременности. В среднем менархия у девочек начинается с 9 до 14 лет. И зависит от нескольких факторов. Это социально-бытовые условия могут быть. Это могут быть наследственные какие-то заболевания или же перенесенные ранее какие-то заболевания. Психологическое состояние девочек. Все это указывает на начало менархии. В каком возрасте она начнется. А можете, пожалуйста, рассказать о том, как наступает беременность? Наиболее благоприятным периодом для наступления беременности считается в период овуляции. Овуляция – это середина цикла. В среднем где-то это 14-16 день менструального цикла, когда яйцеклетка уже готова к оплодотворению. И если в этот период происходит половой акт и встречается сперматозоиды с яйцеклеткой, высока вероятность, что женщина может забеременеть. В среднем период овуляции попадает на середину цикла. Это 14-18 день. А можете, пожалуйста, рассказать о последствиях раннего начала половой жизни? Раннее начало половой жизни это считается, когда начинается менархия у девочек, да, пошли первые месячные, это уже девочка созрела, так скажем, ее яйцеклетка уже способна к оплодотворению. И с этого момента, когда у девочки уже цикл стал регулярным, она способна забеременеть. И ранним началом считается 14-16 лет. В этот период, если девочка начинает вести активно половой образ жизни, если она попадает еще в период овуляции, есть высокая вероятность, что наступит беременность. Конечно же, для молодого организма это очень считается неблагоприятным периодом, потому что детский организм, так еще скажем, незрелый, он не готов
воспроизводить себе подобных, так скажем. Как аборт, так и вынашивание беременности, сами роды и также послеродовый период. Это очень травматично и оставляет какой-то психологический след, если это происходит на раннем этапе. Да? То есть девочки утрачивают свою прекрасную юность, так скажем. Они, во-первых, психологически не готовы. Физиологически тем более ее репродуктивная система не готова. Поэтому последствия как прерывания беременности, так и самих родов оставляют такой вот нехороший отпечаток, так скажем, в жизни каждой девочки. Поэтому я бы не советовала бы вести раннее начало половой жизни. Нужно к этому психологически, физиологически, морально, духовно вообще подготовиться. Да? Природа, она никогда не ошибается, и поэтому к этому материнству женщина должна приходить осознанно. Можете, пожалуйста, рассказать о методах контрацепции? Давайте поговорим о контрацептиве. Да, это очень актуально на сегодняшний день. И те девочки, которые не хотят забеременеть, должны использовать контрацептив. И вообще планирование семьи это подразумевает использование контрацептивов, да? Чтобы не было нежелательной беременности. Контрацептивов на сегодняшний день у нас достаточно. Это наиболее часто используемые на моей практике, так скажем, то, что я рекомендую нашим женщинам, которые не требуют не так уж затратно, долгосрочно, это внутриматочные спирали. То есть после обследования женщина, если поставит, он стоит длительно, в течение 4-5 лет. И то есть обновление каждый год он не требует. Второй метод контрацепции, наиболее часто, который я назначаю, рекомендую, это оральные контрацептивы. Это противозачаточные таблетки. Их тоже очень много, они тоже делятся по составу, по производству. Тоже индивидуально мы подбираем женщинам. Контрацептив еще это презервативы можно использовать, да? Также можно использовать местные спермициды, это свечи, гели, специальные салфеточки даже есть специальные, да? Одноразовые. Но их нужно использовать перед каждым половым актом за 10 минут до полового акта. Тоже считаются эффективными, если правильно использовать и соблюдать инструкцию. Контрацепция – это значит предохранять от нежелательной беременности и в некоторых случаях даже от болезней, которые могут передаваться половым путем. Защищает. Но больше контрацептивные наши средства направлены на то, чтобы женщина не забеременела и предотвратить нежелательную беременность. Какие инфекции могут передаваться половым путем? Инфекции, которые могут передаваться половым путем, их очень много. Наиболее часто встречаемые это хламидия, уреоплазма, микоплазма, гонорея, сифилис. Также гепатиты тоже могут передаваться через половой путь. И хотелось бы обратиться к нашей молодежи, нашим девушкам, женщинам. Не ведите беспорядочный половой образ жизни, предохраняйтесь, защищайте свое здоровье. От вашего здоровья зависит ваша красота, ваша молодость, ваша энергия, так скажем. Нездоровая женщина, она не может быть активной, энергичной, красивой, ухоженной. Поэтому следите прежде всего не за своим лицом, а за своим женским репродуктивным здоровьем. Если у вас будет со здоровьем все прекрасно, то и это будет отражаться всегда на лице. У вас будет прекрасный цвет лица, у вас будет здоровая кожа. Вы будете излучать ауру красоты, можно так сказать. Поэтому сияющая, красивая женщина – это всегда здоровая женщина. Поэтому берегите себя, свое здоровье и не бойтесь обращаться к гинекологам, потому что моя аудитория, мои пациентки, они, приходя ко мне на прием, не чувствуют дискомфорта. Да? Вот это я с уверенностью могу сказать. И хотелось бы обратиться всем женщинам, девочкам. Если вы еще не решились прийти на прием к гинекологу, стесняться, бояться не нужно. Я с радостью готова всем помочь, обсудить с вами все ваши проблемы. Я ни в коем случае никого не буду осуждать, ругать, как многие считают, да, вот, страх
раскрыться своему гинекологу. Этого не будет. Я, наоборот, постараюсь им помочь решить ваши проблемы и заботиться о вашем женском здоровье.